У 4-месячной Ашуры сегодня первая вакцинация. Малышка при осмотре врача не издает ни звука, держится девочка молодцом и при вводе вакцины. Через пару секунд после укола она снова улыбается. Маме предстоит привести малышку в поликлинику еще несколько раз, чтобы у нее выработался иммунитет к полиомиелиту. Но начало положено. В течение 3 дней может быть локальная гиперемия и может подняться температура. Это не страшно, просто нужно следить за общим состоянием ребенка, измерять температуру. Если же увидите, что высокая температура и состояние улучшается, вы сразу подходите хорошо, но это нормально. Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных мер охраны здоровья. Благодаря вакцинации человек может защититься от многих серьезных заболеваний, в том числе кори и полиомиелита. Иммунизация в зависимости от возраста детей проводится по-разному. Вакцинируют детей активированным и инактивированным методами. От полиомиелита достаточно 6 доз, от кори же 3. Эти простые меры могут сохранить здоровье ребенка и обезопасить его от осложнений. Пренебрежение вакцинацией может привести к тяжелым последствиям, вплоть до паралича и летального исхода. Осложнения полиомиелита, миокардиты, пневмония, ателектазы, кишечное кровотечение и вялые параличи. Осложнения при кори, отиты, крупы может быть, ларингиты, конъюнктивит, пневмония, ателектазы, также может быть отек мозга. Чаще всего полиовирусом и корью заражаются дети до 10 лет. Инфекции проникают в организм через пищеварительный тракт несколькими способами. Вирусы способны сохраняться там до 4 месяцев. В большинстве случаев болезни проходят бессимптомно. Боль в горле, сухая температура, быстрая утомляемость. Если корь можно вылечить, то полиомиелит неизлечим. Его можно только предотвращать при помощи вакцинации, предупреждают врачи. Многие родители к советам прислушиваются и провели вакцинацию детей. У меня 2 детей, девочке 3 года, мальчику год 3 месяца. Я делала своим детям пентоксим, туда у нас входит полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, также корпоратит краснуху. Также девочке я год сделала корпоратит краснуха. Сейчас у меня мальчика медотвод, но после того, как он выздоровеет, я хочу сделать ему корпоратит краснуху, потому что я хочу их защитить. А вот были ли какие-то опасения, страхи перед вакциной и оправдались ли они после вакцины? У меня не было. Я знаю, что они безобидные, самые такие. И после прививки никаких побочных действий ничего не дало. Возможность избавить мир от полиомиелита и кори в руках каждого благодаря коллективному иммунитету. Главное оружие в этой борьбе по-прежнему вакцинация. Всего у нас подлежит 2820 детей. Из них с началом кампании по кори вакцинировано 652 ребенка. И за июнь месяц по полиомиелиту вакцинировано 206 детей. Нами созданы подворовые выездные бригады в составе врачей-педиатров и медсестер участковых и медсестер всей поликлиники. Необходимая месячная доза вакцин для районов медучреждений имеется. Гарантия, что дети не заразятся недугами в этих 2 холодильниках. Здесь у нас в этом холодильнике находится недельный запас. Имеются индикаторы, термометры. Вакцины расположены на полках, соответственно, сертификатом. Так, здесь у нас 2 холодильник, здесь месячный запас, здесь также имеется термометр, тоже соблюдается температурный режим и месячный запас имеется всех вакцин. Наличие вакцины и квалифицированных специалистов не всегда достаточно, чтобы создать иммунощит. Здесь важно и понимание родителей, что это необходимо. Лучше предупредить, чем лечить. Вот главное правило вакцинации. Доказано, что на сегодня это наиболее эффективный метод снижения детской инфекционной заболеваемости. Врачи просят не пренебрегать здоровьем своих детей и вовремя приводить их на вакцинацию. Ведь, как известно, каждый родитель несет ответственность за свое чадо. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.